Здравствуйте. Я послал просьбу о личном приеме, который объявлен на 13 февраля товарища Вольфовича Александра Григорьевича. Вот. Как, значит, ответ на это приходит? Ну, написано, кто подаст электронно или письменно, получит ответ, соответственно, электронно или письменно. Ну, оно не совсем адекватна такая формулировка, потому что я, скажем, подал письменно, письмом первого класса, и, в общем-то, где-то в первых числах, 20-х числах января оно уже там у вас лежало, а живу я в другом городе. Электронный адрес мой в письме указан, ничего пока не приходило. На почте был в пятницу после обеда, тоже пока ничего не приходило. Как мне узнать ответ? Ожидайте, будет у вас ответ. Каким образом из В перечисленных? письменном виде. В письменном виде куда? По обычной почте? Да, по обычной почте. По обычной почте в письменном виде. Но понимаете, поскольку я живу немножко на другом конце нашей республики, правда, довольно компактной, но все же не маленькой, то, конечно, скажем, если ответ приходит и накануне, то уже сорганизоваться к поездке очень трудно. А почему бы не сообщить по телефону, например, ведь и телефон указан. Подождите минуточку. И электронная почта указана. Давайте этот вопрос сейчас провентилируем с Божьей помощью. Да. В случае, если вас записывают на прием, как правило, данную информацию дублируют и по телефону. То есть что, мы в гадалки-отгадалки тут играем или как? Ну, как-то, наверное, серьезнее должно процесс как-то. Если граждане вообще воспринимаются серьезно, и прием граждан должностными лицами воспринимается серьезно, наверное, более так четко и консолидированно должны выясняться пути дачи ответа. Утвержден человек на прием или нет. А то, что вы говорите, из этого как бы вытекает, ну догадайся, мол, сама, кто тебя будет пускать на прием к Александру Григорьевичу Вольфовичу. Не понял вашего вопроса. Вопрос такой. Значит, мы сейчас находимся, например, 10 февраля. Верно? Верно. Прием анонсирован на 13 февраля. Верно? Верно. Я вам сообщаю, что я живу в городе Барань, из которого еще до Орши надо добираться, а с Орши до Минска. А чтобы нормально прийти на прием, мне надо в Минске заночевать или у моей родственницы в Минске, или в гостинице. То есть фактически приехать надо накануне, а чтобы выехать из дома пожилому человеку, надо уже как-то, за сутки морально, физически готовиться к этому. Поэтому, собственно, скажем так, завтра, наверное, если по-разумному, по-хорошему, это крайний срок для сообщения о приеме. А также, как сообщение о приеме, наверное, должно приходить и сообщение о неприеме. Если, опять-таки, отношение к гражданам уважительное и человеческое, то есть желание действительно узнать, что же они хотят донести до высших должностных лиц. Вы согласны со мной? Не совсем. В чем вы не согласны? Пожалуй, я не буду вам давать какие-то разъяснения. Как фамилия ваша? Фамилия начинается на букву И краткая, а дальше буква Е. Егуди. Вы обращение направляли непосредственно в Совет Безопасности? Смотрите, слово непосредственно тут, оно звучит
иронично и Давайте иронично без это всяких цинизм. разъяснений. Я вам задал конкретный вопрос, будьте добры, ответьте на него Я на конкретно. него очень конкретно отвечаю, вопрос смысла не имеет, так как адрес исключительно один. Карла Маркса, 38. И от того, Да, но что вы я ставите в ответил за адресате Совет Безопасности, в графе адресат вы кого ставили? Совет Безопасности, да. Ваше обращение, значит, поступило непосредственно в Совет Безопасности. Для того, чтобы уточнить информацию о записи на прием поступления обращения, необходимо обращаться туда. Как же я могу туда обратиться? Открытые телефонные контакты, которые размещены на официальном интернет-портале А в интернет-портале кого? Совета Безопасности. Там есть для прямой связи контакты. Ну, если они там есть, то тогда, может быть, вы уже будете столь любезны, если я столько вашего времени занял, сообщить мне прямой контакт, по которому я могу туда обратиться. У меня, к сожалению, нету контактов. Значит, вы говорите, что на сайте Совета Безопасности есть прямой контакт для обращения граждан. Да. Хорошо, сейчас будем искать. Пожалуйста, до свидания. Спасибо. Резиденция президента. Здравствуйте еще раз. Продолжение разговора предыдущего. Ну, не существует в природе такого портала Совета Безопасности. Вот. Ну, оно и по содержанию понятно, ведь глава Совета Безопасности это президент, так. Вот. Не существует это орган, он как бы такой составной, это не какой-то, значит, такой орган, вот, который портал заводит, обращение граждан. И сообщение о приеме, оно находится на, соответственно, сайте, да, администрации президента, поэтому я думаю, дать ответ, утвержден прием или нет, наверное, должны те, кто анонсирует прием у товарища Александра Григорьевича Вольфовича. Вот. Ну, то, что не существует и не может существовать такой портал, я сейчас с парой соратников поконсультировался, ну, офицерами запаса, скажем так, вот, от майора и выше, да. В общем-то, то недоумение, которое я вам сходу высказал, и потом я его подтвердил поисками, где выдается либо вот этот сайт президента, администрации президента, либо Совет Безопасности ООН. В поисковике нету. Ну вот, сказали товарищи конкретно, что и по определению не может такое существовать. Поэтому вы мне уж, пожалуйста, скажите, какое там решение принято. Вас уведомят о принятом решении. Ну, так вот, собственно, если реально и если есть вероятность положительного решения, то, очевидно, завтра, ну вот последний срок уведомить именно по телефону. По почте вот посмотрел, пока ничего не пришло. Электронный адрес указан, но тоже ничего не пришло пока что. Такое дело. Ну, пожалуйста, вы не представились, я так людей не допрашиваю, но вы знаете хорошо, как меня зовут. И обращения мои, наверное, перед вами. И последнее, наверное, оно тоже было перед вами. И так вы меня странно отослали к несуществующему порталу. Это тоже очень странно все. Вот. Но одним словом, я жду телефонного сообщения, да или нет. Вот однозначно высказываю свое пожелание неравнодушного гражданина. И обращение мое, оно на основании соответствующих пунктов, прописанных в концепции национальной безопасности, как в моем письменном обращении, посланном первым классом, сообщено. И я, соответственно, высказываю свое пожелание, по крайней мере, ответ «да» или «нет», получить оперативно по телефону в течение сегодняшнего, завтрашнего дня. А иначе это будет большое неуважение ко мне, неравнодушному гражданину, который свое личное время тратит, вот, чтобы поднять вопросы, связанные с национальной безопасностью. Договорились? Вас уведомят о принятом решении в установленном порядке. Ну, я надеюсь, что вы как-то приняли во внимание. Вот одно то, что вы отвечаете по телефону, это уже результат моих предыдущих обращений многочисленных на всякие удивительные ситуации. И одно то, что сейчас письменные заявления принимают в приемной,
администрации президента. А это положение, оно не существовало всего несколько лет назад. Это тоже результаты моих обращений. Поэтому я надеюсь, что высказанное мною пожелание, оно будет учтено. Всего хорошего. До свидания.